При всем своем свободолюбии ингуш не свободен, а обязан. Обязан жить по традициям, обычаям, соблюдать системы подчинения. Обязан жить по определенным канонам, иначе быть ему изгоем, что равносильно смерти. Значимой этической нормой ингушей всегда был и остается эздел. Этикет, как и устав, ограничивает и связывает действия ингуша, обязывает считаться с нормами, принятыми в этом обществе. Скромность, сдержанность, степенность, благородство – основные добродетели ингушского этикета, которые ценятся всегда. Сдержанность, несуетливость, простота в поведении, чуждость зазнайству всегда характеризовали достойных людей. Отличительными чертами ингушского этикета является учтивое обхождение друг с другом. Выразительной чертой характера человека, живущего по канонам эздел, является скромность. Одним из принципов эздел является убеждение, что общество обязывает его быть образцом высоких нравственных качеств. Чуть ли не главной добродетелью считается честь. В идеале честь является основным законом поведения, безусловно и безоговорочно преобладающим над любыми другими соображениями. Для ингушского кодекса чести традиционно думать об этическом содержании поступка. Этикет ингушского народа, как и других народов Кавказа, проникнут духом чести и дисциплины. С самого рождения человек находится в строгой системе общественного регламента. Общество воздействовало на каждого человека внушением, общественным мнением, авторитетом, силой обычая. Честь возводилась в степень нравственного культа. Самым большим богатством и достижением ингуши считают заслужить уважение общества, ценить свое положение в обществе и завоеванный в нем авторитет. Во взаимоотношениях между горцами очень высока цена данного слова, которое в ингушском обществе признается понятием «хозяин слова». Слово, данное мужчиной в народном сознании ингушей, гораздо значительнее всех других ценностей. Мужчина, нарушивший свое слово, терял всякое уважение и доверие. В народе говорят: «Не давай слова, если не можешь сдержать его». Как бы ни складывалась жизненная ситуация, перед каким бы выбором ни стоял мужчина, он обязан сдержать данное им слово. Даже будучи ребенком, ингуш понимал, что словами нельзя разбрасываться. К данному тобой слову нужно относиться как к нерушимому.
Здесь, в Ингушетии, седая древность переплетается с настоящим. Вековые традиции и обычаи переосмысливаются и вписываются в современность. Культурно-историческое наследие отцов и неповторимая красота горного края сливаются в единый величественный образ. И все же, главное богатство Ингушетии – это люди, высокий нравственный дух народа. Это идущее из глубины веков понимание чести и достоинства, верность родовым селениям, святость могил предков, знание своих корней до 7-го поколения и огромная любовь к своей земле.